Приветствую нашего гостя, Марзей Асланбек. И первый вопрос, самый простой, самый распространенный. Гипотеза происхождения экзонима черкес. Она может доказана, не доказана, откуда и что? Существует очень много версий, гипотез происхождения экзоэтнонима черкес, но достоверно известно только время его появления, это 13 век, после появления монголов на Кавказе. Впервые этот термин упоминается в монгольских хрониках. До этого черкесы были известны в западноевропейских источниках как зихи, а в русских источниках как косоги. Но с 13 века за этим этносом, который сам себя называет адыга, укрепился прочно экзоэтноним черкес. Но пока ученые не пришли к единому мнению о происхождении этого экзоэтнонима. Кто-то видит там персидские какие-то корни, кто-то тюркские, но в принципе это не важно. Факт, что так называли этот народ все остальные народы, чужие народы. Сам этот народ всегда называл себя адыгами, и это зафиксировано в одном из наиболее самых ранних этнографических источников, это Интериана, 15 век, который в своем труде, он был путешественник, жил среди черкесов, проповедовал христианство, и он записал, что зихи сами себя называют адыги. Как вы относитесь к тому, что переводит черкес слово на тюркский головорез? И Самир Хатко, доктор наук, стратегей, он такую версию приводит, что корень слова «кас», и никакого тюркского слова происхождения там нету практически. И как вот вы на это смотрите? Не только Самир Хатко, и Боразби Божноков видит в этом слове корень «кас», а «кас» — это древний. В географической номенклатуре Северного Кавказа, в источниках «кас» это присутствует, это и в Малой Азии, мы знаем, далекие родственники черкесов, это хаты, каски, племена касков, и они в более древнее время они жили не только в Малой Азии, но по окружности Черного моря, Западная Грузия до Северного Кавказа. Некогда это населяли племена единого корня, родственные народы. И Кас, он в географии Кавказа много названий, гор, гидронимов присутствует, и отвергать эту версию тоже нельзя. Но опять-таки это наука, и здесь это не точные науки, не физика, математика, нельзя точно что-то утверждать, можно только предполагать, выдвигать гипотезы. Ну, тогда возникает вопрос, шар что означает, или чер, то есть, может быть, это слово экзоэтноним состоит из двух частей, такое тоже нельзя отвергать. Но факт, что мы точно можем утверждать, что с 13 века, это уже 8 веков, 800 лет, наш народ и на Кавказе, и за его пределами был известен под именем черкесов. И до сих пор, если мы покинем, значит, Кавказ, окажемся где-нибудь или на Ближнем Востоке, или в Европе, если мы не скажем, что мы черкесы, если мы будем называть себя адыгами, там, кабардинцами или еще кем-то, это этим людям ни о чем не говорит. Они не знают о таких народах. Они знают только черкесов, причем они знают их очень хорошо, потому что десятки, сотни, тысячи европейских, арабских, источников, которые, тем более ученые все, они знают нас только как черкесов. Причем не только народ они знают, но они знают и страну Черкесия, которая отмечена на всех географических картах европейских, начиная с 14, 15, 16 веков. Везде на картах указана страна Черкесия. Поэтому, по крайней мере, в среде ученых на эту тему нет двух мнений. Все ученые едины в этом отношении, что этот народ
назывался и называется черкесы. А страна, которую они населяли, Черкесия. Со словом черкес более-менее разобрались. Дальше вопрос такой. Самоназвание и название. Вот у них, у многих тут вот по этому вопросу бывает путаница. Они некоторые не до конца понимают, в чем разница. И этноним, экзоэтноним, какие народы, сколько народов вообще есть. Возьмем на Кавказе и в Европе, как мировая практика показывает название, и какие народы вообще есть, и как это все определяется. Прежде всего, самый основной показатель – это самосознание народа. То есть, если народ считает себя, называет себя как-то, и все себя называют одним именем, в частности, в нашем случае это самоназвание адыга, то это говорит о том, что мы один народ. На самом деле есть народы, которые могут разговаривать даже на родственных языках. Несмотря на то, что они говорят на родственных языках, они себя не считают одним народом. Они себя считают разными народами, при том, что они говорят на одном языке. Это та же Югославия, мы знаем, хорваты, боснийцы, сербы. Они не считают себя одним народом, несмотря на то, что они говорят на одном языке. То есть самосознание – это основной показатель. Второй показатель – это язык. В нашем случае у нас один язык, у нас нет разных языков. У нас есть диалекты черкесского языка, но нет каких-то разных 2 или 3 языков, отдельных языков или сильно разошедшихся так, как, допустим, вот когда-то некогда славянские языки разделились там на украинский, русский, белорусский и так далее, польский. Это один момент. Другой момент то, что политическая вот эта структура любая, но любой народ, он оформляется в какие-то политические структуры. И вот эта политическая оболочка, она определяет название этого народа, как правило. То, что мы знаем, это не мы не единичны в этом отношении. Та же Западная Европа, мы знаем, что Германия до XIX века не представляла собой одного государства. Не было Германии. Были разные кюрферства, там, герцогства, Пруссия, там, еще ряд десяток немецких государств было с разными названиями, с разными диалектами. Но тем не менее был немецкий народ. Они все немцы, но у них не было одного государства. И только в XIX веке они объединились в единое государство. И вот эти диалектные различия, они сохранились до сих пор в Германии. Саксонцы, там, баварцы, у них у всех свои диалекты, какие-то этнографические отличия. Но народ один – это немцы. И немцы не называют себя немцами. И свою страну они Германия не называют. У них, если я не ошибаюсь, Deutschland, и называют они себя... Ну да, а другие народы их называли по-разному. Русских назвали немцами, другие народы другим названия дали. То есть и на название, и самоназвание это обычная практика, потому что когда неизвестный народ сталкивается, неизвестный народ или начинает рядом проживать, другой народ дает ему какое-то название, определяет его по каким-то признакам произвольным. То же самое Шапсах, допустим. Шапсах – это субэтнос черкесский. Есть гидронимы, там, речка какая-то, есть Шапсах. А кто-то от гидронима получил название. Что касается Кабарды, то здесь, в силу того, что здесь Кабарда рано политически оформилась, самостоятельная политическую единицу, княжество феодальное, здесь названия, как правило, получили названия различные субэтносы, именно у тех, у кого были развиты феодальные отношения, от феодальных владельцев. Мы все знаем по преданиям, что Кабарда Тамбиев от имени владетеля Кабарды на тот момент, который владел Кабардой, фамилия Тляхотлеш, знатные дворяне до прихода в Кабарду Инала, который захватил верховную власть, территорию называли Кабардей, то есть то, что принадлежит Кабарду. И это обычная практика, мы знаем наши села до сих пор. Джеляхстане – это удел, то, что принадлежит Джеляхстану.
Тогда малокабардинские князья отделились от Большой Кабарды, переселились на ту сторону Терека, образовали свое княжество. То есть это политические единицы, это не этнические единицы, это больше политические единицы. И точно так же в Дагестане, допустим, не этнос образует название, вот субэтние название, иноназвание, экзоэнтоним, а именно политическая единица. Это скорее местность, территория, которая самоуправляется, на которой какая-то политическая единица существует. Вот те же общества, те же шапсуги, абадзехи, это не столько народ, это вот черкесы, которые на этой территории объединились и сами управляются на этой территории, это политическая единица. И когда встречаются два черкеса, первый вопрос, который они друг другу задают, это уадыга на своем языке. А только потом уже они уточняют, откуда ты. И он говорит, сакабардеш, я из Кабарды, с шапсах, я из шапсуги, там, с абадзах, я из абадзехи. Даже их я не стал бы называть какими-то вот субэтносами. Это, скорее всего, политические единицы. В силу того, что нашему народу как бы не было присуще стремление к созданию каких-то унитарных политических структур. У нас сильно были развиты демократические традиции, самоуправления. И, да, и вот они, люди эти, адыги, черкесы, они старались всегда жить максимально свободно. И если, допустим, от тех же шапсугов отделилась бы какая-то часть и решила бы жить самостоятельно, они бы тоже какую-то единицу образовали бы и получили бы какое-то название. То есть политическое самоопределение создает вот эти единицы субэтнические, как но не наоборот. Русский из Оренбурга, русский из Пскова. Да, но мы знаем, что самое. русское централизованное государство возникло после того, как они свергли татаро-монгольское иго. До этого было Владимирское, Суздальское княжество, Новгородское. Новгородцы себя не считали там, они себя считали отдельной такой единицей политической, они боролись с центральной властью и так далее. То есть это обычное явление политическое, но самое главное, что мы должны иметь, что у нас всегда было очень высокое самосознание у черкесов. И в прошлом, и в настоящем мы считаем себя одним народом. Это самое главное, наше самосознание. И мы говорим на одном языке, несмотря на то, что у нас есть какие-то небольшие диалектные различия. И мы, можно сказать, несмотря на то, что у нас нет своего единого субъекта, государства, мы рассеянная нация, и большая часть нашего народа живет за пределами исторической родины, это 90%, это как минимум несколько миллионов человек, которые известны за пределами Кавказа во всем мире как черкесы. И мы не можем, какая-то часть нашего народа, отделять себя от общего массива черкесского. Черкесы не только мы, черкесы и наши братья, которых большинство живет за пределами нашей исторической родины. И они это имя черкес, они очень на высокий уровень подняли в странах их проживания. Если ты скажешь в Турции, в Сирии, в Иордании, я черкес, тебе будет совершенно особое отношение, не как к остальным гражданам, потому что за этим названием стоит честь, порядочность, мужество, храбрость и много других качеств, которые наши соплеменники, оказавшись за пределами своей исторической родины, они сохранили свои обычаи. Может быть, они утратили свой язык, но они сохранили свое самосознание. А он может даже не знать черкесского языка, он может говорить на турецком, может говорить на английском, но он черкес, он так себя преподносит всему миру. И когда они добиваются каких-то должностей, там, я не знаю, высот в культуре, в спорте, они говорят, что мы черкесы. И тем самым, я что хочу сказать, мы нация, у которого нет просто политического самоопределения. И для этого очень важно, чтобы для будущего нашего, если мы хотим состояться как народ, как нация, мы обязательно должны себя идентифицировать. С самосозданием проблем нет, мы адыги, мы все это знаем на своем языке, но то, что касается экзоэтнонима, обязательно мы должны
быть известны и идентифицировать себя под одним названием. Это очень важно и политически, и с точки зрения науки, исторической, этнографической, это так и есть, потому что есть заключение Российской академии наук, где ведущие ученые Российской Федерации, неангажированные ученые, как говорится, с мировым именем, они однозначно высказали свое мнение, что нету разных народов под именем кабардинцы, шапсуги там, и так далее. Народ один, его иноназвание, его экзоэтноним — это черкес. То есть ученые свое слово сказали. Другое дело, что надо признать, что наш народ за долгие годы советской власти, за 70 лет, когда нас искусственно разделили, они вот эту информацию еще не все знают. В селах, допустим, те, кто вырос при советской власти, они привыкли к этим названиям: кабардинцы, адыгейцы и так далее. И вот здесь надо работать со своим народом. Это надо еще объяснять. Но молодежь, которая читает, которая изучает историю, которая разными ресурсами информации пользуется, для молодежи этот вопрос уже не стоит. Этот стоит вопрос для продуктов, как говорится, советской эпохи. Но время работает на то, что хотят этого кто-то, не хочет или хочет, хотим мы этого или не хотим. Информация вот в 21 веке, она правит миром, она многие процессы зависят от информации. Информация стала доступна, она легко распространяется, и чем дальше, допустим, вот если эта перепись, даже и не запишутся многие черкесы черкесами, то я уверен, следующая перепись, уже большинство людей, особенно вот подрастающее поколение, они однозначно себя будут идентифицировать как черкесы. И противиться этому, и кто этому противится, он или сознательно, или несознательно, он работает против будущего своего народа, против перспектив нашего народа. И тем более это непростительно тем людям, которые возглавляют общественные черкесские организации. Потому что с первого дня, как была создана Международная черкесская ассоциация в 90-м году, первая ее задача, которая была озвучена, это воссоединение нашего народа на уровне даже вот этом иноназвания. И она названа Международная черкесская ассоциация. То есть там одно это название обязывает к тому, чтобы и язык наш был один, черкесский назывался, и нас называли черкесами, и все, что с этим связано. То есть это говорит о том, что у нашего народа есть стремление к единству, самоопределению, и это естественное стремление любого народа, и оно должно быть понято и в нашей стране, и в нашем государстве, где мы проживаем, и в странах, где мы в качестве диаспоры находимся. То есть любой народ, если он стремится сохраниться, он стремится к единству. Про политическую идентификацию и Советский Союз. Официально сейчас 4 народа: шапсуги, адыгейцы, черкесы, кабардинцы. Почему так? Откуда это? Почему так сделали? Кто это сделал? С какой целью? Ну, я могу только свое мнение высказать. Дело в том, что когда распалась Российская империя, два основных фактора способствовали распаду Российской империи. Это социально-экономический фактор и национальный фактор. Они способствовали распаду, и большевики, коммунисты, они были большими прагматиками и циниками. То есть для достижения политических целей они допускали любые компромиссы, любые уступки, лозунги на каком-то этапе. Но в целях целесообразности сохранения государства, единого государства, но они его воссоздали, Российскую империю, но только в другом формате и под другими лозунгами. Они создали коммунистическую империю. И вот это национальное вот это самосознание и стремление народа в самосохранению, это настолько сильный посыл, настолько сильная мотивация, которую они не могли игнорировать. И они должны были
сказать, предложить народам, которые населяли Российскую империю, какую-то национальную программу. То, что они отрицали, критиковали, все, что было в прошлом в Российской империи при старом строе, они должны были другую альтернативу дать. И они сказали, что они дадут народу землю, что народам дадут право на самоопределение, что дадут право на вероисповедание, на сохранение языков. И они это сделали в каком-то, как говорится, в какой-то мере они свои обещания выполнили. Но для чего это было сделано? У них было рассчитано так, что они считали, что коммунизм это неизбежное будущее всех народов. И неважно, сколько это займет, 100, 200, 300, 400 лет, но они считали, что вот этот советский строй навечно, и они будут к этому идти. И вот эти национальные различия предполагалось со временем, что они постепенно, не насильственно, но постепенно сами по себе будут исчезать. И произойдет слияние народов, образуется какая-то одна нация. И с одной стороны, они как бы поощряли национальное, создавали какую-то этикетку, прежде всего для Запада, для западных стран, что вот в Советском Союзе на национальные языки не преследуются, национальные интересы учитываются, создавались вот эти многочисленные танцевальные коллективы, национальные театры, уделялось внимание культуре, а с другой стороны негласно шла политика русификации. Не потому, что как бы для русских для них были такой же материал, который шел в расход для более высоких, как говорится, целей политических, идеологических, при строительстве коммунизма. То есть русский, как самый большой народ, он больше всех и страдал от всех этих политических экспериментов. Но так как их было большинство, считалось, что вот этот русский язык должен стать языком общим советского народа. Но это делалось не грубо, а как бы медленно, постепенно. И в принципе оно к этому и шло. Если бы не перестройка, не в 90-е годы, уровень русификации, утери национальных языков, национального самосознания был очень высоким. Очень высоким. И вот если бы еще, допустим, может быть 50 лет жизни в Советском Союзе, может быть этих многих национальностей уже и не было. Но вот развал Советского Союза, демократия, свобода слова, она привела к всплеску национального самосознания, и началось возрождение национального самосознания. Но это возрождение национального самосознания не было подкреплено какими-то государственными, со стороны государства, со стороны республик, соответствующими какими-то законодательными и там, экономическими, другими как бы оснований не было подложено, а это осталось на уровне лозунгов. И можно констатировать, что национальное самосознание, если брать конкретно черкесов, резко выросло, но язык продолжает утрачиваться, так как нет механизмов для его сохранения. В данном случае вот в нашей республике, в других национальных республиках и вообще в Российской Федерации нет государственной политики по сохранению национальных языков и культурных отличий. Но при этом уровень национального самосознания растет, и это может привести к тому, как это, допустим, у ирландцев или у шотландцев, у которых Уэльс, там, допустим, у которых языки утрачены, но при этом уровень национального самосознания очень высок. Это объективный процесс, глобальный, мировой. Мы знаем в истории очень много народов, которые распадались. Есть много народов, которые объединялись, где-то побеждал какой-то язык, появлялись. Это, короче, процесс, этногенез, это процесс, который никогда не прекращается. В Дагестане, допустим, сейчас мы знаем, вот Махачкала — миллионный город. Жители дагестанских сел приезжают в Махачкалу, очень быстро утрачивают свой язык, и уже, может быть, там какая-то новая нация образуется, которая, может быть, говорить не на своих национальных языках, на каком-то другом языке, но они будут себя считать каким-то одним народом. То есть это процесс естественный, но мы как народ, как нация, мы как бы не должны быть пассивными. Мы объектами истории, мы должны быть субъектами истории. И вот все наши национальные движения, общественные организации, они на протяжении вот последних вот этих 20 лет,
они как раз и занимаются тем, чтобы прежде всего поднять уровень национального самосознания. Но следующий этап обязательно должен быть конкретные действия, прежде всего по сохранению национального языка и развитию национального языка, создание каких-то инструментов для того, чтобы язык работал и чтобы мы все-таки вот в 21 век вошли не только как говорится, этнографический там, материал какой-то со своими танцами, экзотическими обычаями, там, одеждой национальной, но именно мы состоялись как нация в 21 веке. А это совершенно другой уровень. Для этого нужны и ресурсы экономические, интеллектуальные, идеологические какие-то программы должны работать. И не могу сказать, что наша нация пока к этому готова. Но, по крайней мере, дела не настолько плохи, чтобы, как говорится, как североамериканские индейцы махнуть на себя рукой и как бы доживать этот, как говорится, век свой на этой земле, на планете Земля. Ну, то есть все неоднозначно, но в любом случае, пока народ существует, он будет бороться за свое самосохранение. С кабардой, с кабардинцами сказали. Теперь про адыгейцы. Это тоже очень больной вопрос, особенно тоже молодежь, как сказали, более-менее еще разобралась, а вот чуть постарше не разбирается. Вот адыгейцы тоже. Почему они должны записаться черкесами, а не адыгейцами? Потому что с точки зрения науки, истории, это неправильно. Как они раньше вот записывались до прихода, в начале советской власти, до прихода, как они раньше записывались? Они все записывались, в том числе и в Российской империи, они фиксировались как черкесы. И в первые годы советской власти они записывались как черкесы. Но когда была создана эта республика, административное образование, ее надо было как-то отличить от Карачаево-Черкесской республики. То есть было непонятно, если все они черкесы, почему 3 республики, а не одна. Раньше Черкесская республика была же, Адыгея. Да, она была Черкесская республика, ее потом переименовали. То есть возникает вопрос, если есть черкесы в 3 республиках, почему они не в одной республике? Поэтому им дали разные названия, этикетки такие, на них ярлыки наклеили. И адыгея, это, если брать с точки зрения науки, это нонсенс, потому что это самоназвание адыгея. Самоназвание сделали экзоэтнонимом. Причем в Адыгее проживают все субэтносы, начиная от кабардинцев и заканчивая всеми остальными. Есть там даже, больше всего пострадал от Кавказской войны и выселения в Турцию Западный Кавказ. И от многих субэтносов там остались по одному аулу. Там Натухайцы один аул остался, по-моему, да, Бадзехи один аул. Но больше всего бжедугов осталось. И с какой бы точки зрения мы ни посмотрели, это неправильное название этого субъекта федерации, неправильное название этого народа с научной точки зрения. И там как бы все понятно, все однозначно, и непонятно только, зачем за это держаться. Понятно. Очень часто я говорю про разные диалекты. Хорошо это, плохо это, о чем это говорит вообще, наличие множества диалектов? С точки зрения многообразия, природного, этнографического многообразия, я считаю, что это богатство, которое надо сохранять. Вот элементарно, вот я вам такой привет приведу. Вот от Кабарды до Шапсуги, если мы будем путешествовать, у нас одних танцев, вот оставшихся, зафиксированных, худжи одних около 20-25 разновидностей, причем везде по-разному танцуют. Многие национальные традиции, которые там красивые, интересные, утрачены в Кабарде, сохранены у западных адыгов. Многие заимствования, инозаимствования в языке, которые в кабардинском очень много тюркизмов, арабизмов и так далее, в каких-то западноадыгских диалектах языка они сохранились, исконно адыгские названия. То есть это все, это наш фонд. Это наш фонд, это наше богатство. То, что мы разные, это не говорит о том, что мы не едины. Мы едины, но это говорит о многообразии, богатстве нашей культуры. И все эти диалектные различия, их надо, чтобы фиксировались.
Это тот фонд золотой, из которого мы будем черпать и будущие и филологи, языковеды, фольклористы и так далее. Это богатство, которым надо дорожить, его надо сохранить или, по крайней мере, зафиксировать. То, что нам впоследствии это может как бы помочь. Культурное многообразие, это говорит, это не минус, это плюс, я считаю. Культурное многообразие внутри одной нации, когда есть разные варианты. И в природе то же самое. Известно, что больше шансов у какой-то популяции или даже у того же народа выжить, когда у него внутри одного народа есть разные стереотипы поведения, отличные. Потому что если все будут думать одинаково или будут реагировать одинаково, в случае какого-то катаклизма, вот с такой программой, стереотипом поведения, весь народ может погибнуть, если он только так будет думать и действовать. А когда в народе есть разные стереотипы поведения, разные модели поведения, методы решения вопросов, чем многообразие? Многообразие — это то, что Всевышний любит и поощряет. Он создал этот мир многообразным, он же не создал всех говорящих на одном народе. Если бы вся эта планета Земля состояла только из одних чеченцев, или из одних русских, или там, из одних черкесов, это было бы нехорошо. Вот чем больше народов, чем больше наций. И внутри наций, когда много вот таких отличий своеобразных, это, считаю, хорошо, это плюс, просто этого не надо бояться. Это нормально, но когда народ варится в своем соку, как бы происходит, как бы внутри народа притирка всегда происходит. Разные стереотипы. Мы знаем, что даже в Кабарде баксанцы там отличаются от терцев. И когда какие-то столкновения, какие-то разногласия возникают в стереотипах поведения, он говорит, ты поступаешь не так, там, не по-адыгски. Другой говорит, нет, это как раз по-адыгски. То есть, чем древнее нация, тем больше качества она накапливает. Вот, допустим, и чем больше она находится в горниле вот таких этнических передвижений, миграции, а мы как раз на Кавказе постоянно испытывали вот эти влияния на других народов, то у нас выработалось много качеств. И хитрость, и коварство, и храбрость, и интеллект, и все остальное. Мы не как североамериканские индейцы, которые жили изолированно на американском континенте, они были очень красивым, самобытным интересом народа, но при столкновении с другой цивилизацией европейской они оказались беспомощны. Не только технологически, то, что у них только томагавки, луки были, а то, что у них не было никакой хитрости. Европейцы их как детей обманывали, там, я не знаю, они... Золото на бусы меняли. Да, золото на бусы меняли. Слава богу, Кавказ — древняя цивилизация, мы всегда жили на стыке империй, вокруг нас такие, как говорится, акулы, такие империи находились, и мы, находясь между ними, умудрялись сохранять себя, свое самосознание, свой язык, свою культуру. И это все наработало наш как бы политический опыт, разные стереотипы поведения, и даже те же языки, которые вот в заимствовании, я не считаю, что их надо выкидывать из нашего языка. Допустим, есть многие арабизмы, тюркизмы, которые в нашем языке есть, но они с точки зрения нашего языка, они окончания, огласовки переработаны, они органично вошли в наш язык. Это не говорит о том, что это уже тюркское или арабское слово. Это уже мы его воспринимаем как адыгское слово. Это естественный процесс. Народ не может жить в вакууме, в самоизоляции. Он обязательно должен контактировать с другими народами. Если есть такие понятия философские, допустим, медицинские, которые на адыгском языке, нет смысла их придумывать, когда они латинские в основной своей массе, и во всем мире они признаны. То есть мы, как все нации, как все народы, как бы в мировое вот это культурное пространство должны войти, но со своим лицом. Но для этого очень много надо что сделать, но, к сожалению, у черкесского этноса не хватает для этого ресурсов. Ни людских, ни экономических, ни других. Пока не хватает, но потенциал есть. Недавно было собрание в общественной палате, там участвовали деятели культуры, представители власти, представители науки. Они призывали народ записаться кабардинцами. Что вы по этому поводу думаете? Представителей власти понимаю, но представителей науки, общественности я не понимаю в данном случае, потому что если они представляют национальные черкесские организации, Адыга-Хаса,
МЧА, то в уставе, в программах этих организаций еще в 90-м году множество постановлений, съездов во времена создания этих организаций при Юрии Хамзатовиче Калмыкове. Это было уже обозначено, и это, как говорится, если отрицать это, тогда надо эти организации, просто они себя, эти люди себя просто дезавуируют и дискредитируют, потому что они, значит, их слова и дела не соответствуют друг другу. То есть то, что было заявлено 20 лет назад, ради чего созданы эти организации, почему они названы Черкесская, Международная Черкесская ассоциация и так далее, тогда, то есть это мне лично непонятно. То есть это тот момент, который водораздел. То есть если это политическая общественная организация, у нее есть программа, у нее есть какая-то цель и лозунги. И если у тебя на флаге написано «Черкес», и мы стремимся быть всеми черкесами, объединиться, быть одним народом, а ты говоришь что-то другое, то, по крайней мере, тогда создавайте другую организацию, назовите ее Кабарда там, или еще что-то, ну, определите свои уставные цели, сверьте свои, посмотрите свои уставы и так далее, и работайте, действуйте в соответствии с уставом. А народ этот в 90-м году, когда весь черкесский народ, весь мир черкесский, они прислали своих делегатов, и это все в программе заложено, и определено цели и задачи этой организации. И тогда надо или эту организацию покинуть им и создать свою какую-то организацию с другими целями. Или раз они в этой организации работают, пусть они заявленные цели и задачи, и так как они представляют черкесский народ, МЧА — это единственная международная организация, которая уполномочена представлять интересы народа, они должны работать в соответствии с уставом и программой этой организации, говорить то и делать то, что с тем, что народ уже давно определился. То есть там, я не знаю, у меня нет комментариев на эту тему, даже не могу что-то сказать определенное, потому что я не присутствовал на этом собрании, меня никто не приглашал. Ученых туда, ну, историков, этнологов, по крайней мере, я не знаю, что приглашали. Но если бы нас пригласили бы, мы бы свою точку зрения высказали. Ну, по крайней мере, это больше, чем непонятно, такая позиция. Очень распространенный вопрос, комментарий в соцсетях. Мой дед был кабардинцем, мой отец был кабардинцем, я кабардинцем умру. Если сейчас поменяем все название, кабардинцы исчезнут. Очень распространенный вопрос, очень распространенный вопрос. Что такое кабардинцы? Кабардинцы, если исчезнут даже кабардинцы, останутся черкесы, и не кабардинцы исчезнут. Это название, оно имеет за собой очень много славной истории, Кабарда. Кабарда имеет славную историю, за ней очень много что стоит. И историки это знают. Она как бы в мировую историю, это политическая какая-то единица под названием Кабарда, она известна и она имеет славную историю. Но это связано не с нацией под названием кабардинцы, это связано с адыгами, с черкесами, которые вот на этой территории, которая называлась Кабарда, они прославили это государство, это феодальное княжество тем, что они как бы оказались в орбите международной политики и стали широко известны. Но славная история Кабарды останется, территория останется, Кабарда останется Кабардой, многотомник, там, русско-кабардинские отношения, все эти источники о Кабарде. Кабарду вообще создали князья кабардинские, инолиды, политическая элита, дворяне, которые как бы своим оружием, своей дипломатией, политикой, они вот эту территорию сделали известной. Но они везде в источниках более широких известны как пятигорские черкесы, кабардинские черкесы. То есть это не нация, кабардинец это не нация. Кабарда это просто территория и государство, черкесское государство, которое существовало в прошлом, феодальное, которое имеет славную историю. Этим надо гордиться, и история никуда не денется, и название территории никуда не денется. Они останутся, но мы все черкесы.